Усім прывітанне, гэта музычная рубрика, такога вы не чулі на Еўрарадыё. Маша Калеснікава пры мікрафоне. Сёння да мяне ў госці завітаў гурт з вельмі рамантычнай назвай. Гэта гурт «Незабудкі». Паша, Женя і Паша, нашыя госці. Прывітанне. Здравствуйте. Я вам вось што скажу. Хлопцы летась запісалі свой дэбютны альбом, потым паспрабавалі сябе у нацыянальным адборы на Еўрабачанне, ну а потым стала вядома, што яны едуць на вядомы шоу-кейс на нашых прасторах, гэта Tallinn Music Week, але пра ўсё гэта мы будзем размаўляць пазней, а зараз давайце паслухаем песню «Я не знаю». Паехалі. Наше счастье как мишень, все равно не попадем. Как это произошло, смотрим вдаль, это вина. В жизни все предрешено, мы берем билет в кино. Я не знаю, ты не знаешь, я не знаю, ты не знаешь, сахарная вата, неважно. Однажды, если захотим, идем тут вместе, повяжем друг друга за руки. Ты так любишь почти пистолеты, я так люблю большие секреты. У нас с тобой на двоих пополам бежит любовь, она быстрее, чем горячая кровь. Я не знаю, ты не знаешь, я не знаю, ты не знаешь, я не знаю, ты не знаешь, я не знаю, ты не знаешь. Гэта музычная рубрика, такога вы не чулі, гурт «Незабудкі». Сёння нашыя госці, трек «Я не знаю» увайшоў у дэбютны альбом. Як ваш альбом называўся? Когда-нибудь все будет лучше. Станет лучше. Это не важно. Слухайце, но калі чуеш слова «незабудкі», адназначна, што ўзнікае песня ці мы беларускіх у галаве, але здаецца, што яна яшчэ не была напісана да таго, як вы з'явіліся, ці ўсё ж была, і вы як бы наткніліся. Был очень забавный момент, когда мы, вот только «Я не знаю», была наша первая песня, и когда мы ее записывали, когда уже буквально оставалось пару дней до того, как мы должны были выпустить уже, Тима Белорусских выкладывает в Инстаграм сниппет, что вот у него выходит песня «Незабудка», и ребята такие: блин, трындец, нужно менять название, или что нам делать, что нам делать? Но наш звукорежиссер, которому отправлял трек, сказал просто: не парьтесь, ребята. Ну и мы, собственно, просто выпустили, и все. Ну да, но там буквально день там разницы максимум. Ясно. Прикольно. Слухайте, дык «Незабудкі» — это каб вас никто не забыл? Ну, что-то типа, мы всегда говорим, что девочки любят цветы, а мы любим девочек, поэтому мы называемся «Незабудки», вот так вот. Вы себе позиционируете как романтичный гурт? Ну, наверное, больше, да. Ну, романтика бывает разная, поэтому песни разные, но в целом это все около романтичная тематика. А стиль, як ви визначаєте свой? Тому що те, що я почула на Євробаченні, воно було все ж такое больш нейке постпанкове, так?
Ну, у нас есть разные песни абсолютно. Есть и в жанре поп, есть вот в жанре пост-панк, не знаю. А следующий альбом, который у нас будет после того, который мы выпускаем буквально там через пару недель, он вообще будет экспериментальный максимально. Одна песня электронная, вторая песня там акустическая. Не Всё. говори гоп, Женя, покажи. То бок вы выпускаеце зараз альбом, так? Сейчас, да. В А, начале вот. марта планируется вот должен быть. Гэта будзе паўнавартасны альбом? Напісалі шмат песень? Ну, не Это будет шмат. EP. EP. Просто сейчас можно говорить альбом, а на самом деле там будет выходить EP, но всем все равно. Ясна. І што там будзе? Чым ён будзе адрознівацца таго, што вы ўжо стварылі? Ну, он будет отличаться тем, что там более серьезный подход. Не то, Что чтобы мы такое более серьезно... серьезный Что это подход? значит? Что это? Ну, в плане, как мне кажется, и как говорили те, кто там с нами занимается музыкой, там наш звукорежиссер и так далее, что, по их мнению, мы подросли в плане музыки, нам так тоже кажется, то есть музыка более сложная, мне кажется, становится. Ну, Ну, как это мне можно, кажется, мы можно растем. посмотреть даже по тому, сколько дорожек мы отправляли звукорежиссеру. Когда мы отправляли там песни с нашего первого альбома, там было, ну, там, скажем, 10 дорожек, я точно не помню, но и важно. А сейчас у нас 30-35 дорожек, то есть там тух-тух-тух-тух, очень большое количество инструментов. Но это уже если углубляться, если говорить в целом про вайб, если так можно сказать, что наш первый альбом это был такой, что рокич, типа, да, поп-панк, там все такое, а этот будет более лиричный, акустический такой, будет немножко отличаться от того, что мы делали. Но в целом, я думаю, наша стилистика останется, просто будет немножко отличаться от предыдущего. Але мне падаецца ўсё адно, што вы неяк шукаеце яшчэ сябе, то бок раз у вас настолькі розныя песні, у сэнсе там ёсць і рок, вы кажаце, і нешта электроннае, Не совсем шукаем. Просто из-за того, что вы на белорусском, сразу в голове Ну, переключается. можна са мной размаўляць Не, я па-беларуску знаю, так просто само. Ну. сами слова переключаются в голове, это забавно. Нам просто нравятся разные жанры совсем. То есть нет такого, что мы там ортодоксально слушаем black metal и там все, и делали бы black metal. Нет, просто там один день ты проснулся, захотел, там, зашел топ ВК, послушал. Например, там. Кальян рэп, да, послушал. От настроения еще тоже очень зависит, что Да. когда альбом выходил весной, у нас были такие более, ну, песенки веселые, а здесь будет уже такой, ну, лиричный, более грустный альбом, потому что писали его осенью, зимой, и Все зависит от настроения, от того, что мы Да. хотим делать. Слухайте, а хто ваша публіка? Я глядзела вашу старонку ВКонтакте, там вас заўсёды каменцяць, рэагуюць на вашу творчасць, так? Як вы сябе распаўсюджваеце, так? Як вы сябе рэкламуеце, вы граеце таксама канцэрты? Мгм. Вы спрашиваете, какая у нас аудитория? Так, ну, і як вы яе набылі сабе? Ну, все начинается в основном с друзей и с открытости. Изначально, когда я начинал, например, вот заниматься незабудками, я не ожидал, что мне придется там... продюсер сказал, типа, я начал заниматься дизайном. Ну, я имею в виду, что вот, когда мы вместе встретились, я не ожидал, что я буду каждому там встречному рассказывать при удобном случае, чтобы только это немножко там как-то распространить музыку, например, там перед концертом, чтобы больше людей пришло или что-то такое. Вот. И в основном нам помогают наши друзья распространять нашу музыку там тем, с кем мы общаемся постоянно. И это в основном наши слушатели сейчас. Наверное. Но если говорить про подписчиков в паблике ВКонтакте, что вы говорите, нам ВКонтакте давал 2 раза огонек, Прометея, который там, и вот у нас с огонька пришло, наверное, 1000 или 1500 подписчиков, то есть ВКонтакте сам продвигает, получается, нашу страничку, музыку, и вот... Много людей с Благодаря Москвы, с Питера пришло. Ну да, после концертов вот в Москве и в Питере много людей пришло достаточно. Як ви зразумелі, што трэба ехаць у Москву і Піцер? Ну, Саша Ионов. Саша привет. Ионов. Да, у нас мы на лейбле Ионов Music, и нам предложил наш, собственно, вот глава лейбла, как это сказать? Продюсер, Продюсер. Да, он нам предложил вот выступить на 2 концертах в Питере и в Москве. Это было паспяхова, вам спадабалася? Да нет, ну, мы заранее знали уже и готовились к тому, чтобы поехать. Ясна, окей. Але беларускую публіку якім чынам вы заахвочваеце слухаць вас? Белорусскую. Мы делаем музыку, и как-то, ну, мы сами, в общем, не знаем, как-то получилось, что у нас вообще появились подписчики, почему, ну, не почему нас слушают, мы не ожидали, что мы так хорошо за год, ну, мы просто считаем, что за год достаточно много сделали, добились, ну,
если там не брать каких-то топ ВК, которые выпускают песни, становятся суперзвездами. Ну, как-то само так получилось, как Женя говорил, скидывали друзьям, приглашали на концерты, а потом уже, видимо, сарафанное радио, и так вот и получилось. Ну да, скорее всего, сарафан достаточно много играет, потому что в Минске все друг друга знают, ну, по сути, если так думать. То есть каждый там знакомый через другого Да. знакомого, и так вот. Ну, мы не в распространяется. минской сцене почему-то. Вот есть минская сцена, вот этот андеграунд. Есть такая, серьезно? Да, А где вы? Ну, мы так называем, это минская А мы сцена. под ней, да, Under Underground. мы это пост-минская сцена, пост-музыка. Ясно. А чому вас на мінську сцену не приймають, як ви лічите? Ці Так туди что, пожалуйста. Я не то, Я что нас не понимаю. принимают, просто что мы, не знаю, как-то сами так получилось, что вот мы не всей этой тусовки. Возможно, что там все друзья, и они сделали, получается, свои группы и вместе выступают. Мы вот не там. Ну, не то, что это хорошо или плохо, просто как бы сами по себе, грубо говоря, что вот нет у нас своей тусовки, своего вот этого движа. Вот, и мы сами как-то развиваемся и идем. Чому ви вирішили пойти на Євробачення? Що вас натхнило? Реклама бесплатная. Да не, ну не то чтобы реклама, просто, ну, экспириенс интересный в любом случае. Да, конечно, опыт. Еще мы написали песню, ну, музыку, и поняли, что на русском не знаем, как ее сделать. У нас был вариант только на английском, а мы не хотели выпускать песню на английском. Мы вот на Евровидение решили пойти, чтобы там можно было спеть песню на английском. Было круто, что вас, ну, якби не взяли у финал. Мы изначально никуда, ну, мы не ожидали того, что нас куда-то дальше возьмут. Единственное, что, да, после того, как мы выступили, мы, не скажу, что мы там супер круто выступили, Мы но реакцию увидели, Ну что там, мы да, плюс мораль подобались была и такая, всё. да, как-то немножечко все это такое Просто все вдохновение выступали, пошло. и как бы, ну, кому-то там аплодировали, все, нас там и в истории снимали, и на Вибенд, и Зен, и нам реально очень много поддерживали, и когда выходили, ребята говорили, классная песня, и мы уже тогда замотивировались, и думали, что мы, ну, хотя бы пройдем в этот финал, который будет, вот, и когда мы увидели, что нас нет, ну, первый час вот мы расстроились, а потом такие, ну, мы и не планировали, да, мы изначально не... поэтому вот. Ну, зараз ви збираєтеся на Tallinn Music Week. Да, да. Ви це вже не перший шоу-кейс, у яким ви удзельнічаєте. Чому ви вирішили, що треба удзельничати у шоу-кейсах? Що вони дають музикам, як ви лічите? Ну, мы не то чтобы едем туда, потому что это только шоу-кейс. Просто интересный опыт, очень большая тусовка артистов, другой город. Я, например, ну и ребята никогда в Таллине не были, так? Ну, вы не поехали, если бы нет, и Да, классно да, в да. Таллин съездить, знакомства какие-то, ну, то есть... Мы постараемся везде, где можно просунуться. Мы как бы, почему бы не будем участвовать в Таллин, там, как это? У Славянському базарі будете удзельничати? Славянском мы не будем удзельничать. А мы это еще обсудим. Нет, Ну, это, извините, это травма детства Славянский базар. Ви ж з Вітівська, ніхто з вас, так? Да, мы вот Мы оба. То бок у вас така Вітівська-мінська команда? Да, да, да. Чому ви вирішили бігти? Це ж культурна столиця Білорусі, Вітівськ. Чому там не осели? Ну, когда ты 17 лет находишься в одной культурной столице, как-то весь пласт культуры этой столицы стирается, ты его не замечаешь просто уже. Как-то в Минске все по-новому и интереснее просто. Ну, в целом, Минск, ну, не знаю, может быть, это будет грубо звучать или нет, но в нашей стране это, наверное, единственный город, который идет примерно в ногу со временем. Ну, в Витебске очень сложно куда-то пробиться и чего-то добиться. Вот. А здесь можно что-то делать и придумывать, и к чему-то прийти, наверное. Слухайте, ну а ви увогуле яким чынам сабраліся для того, каб стварыць незабудку? Як вы зразумелі, што вам неабходна ўсё ж граць разам, і вось незабудка это тое, што мусіць загучаць і даць пра сябе знаць на беларускай сцэне? Но там так забавно совпало, что ты рофлишь, что сидишь. Расскажи. У меня когда-то была группа Railway Station Dream с моим хорошим другом Володей, и мы делали англоязычную музыку, ну, такой инди-фолк что-то делали, и мы попали, ну, мы сводили свои треки у человека, которого мы сейчас возим, у Лёши, мы пришли к нему на концерт, и там был вот этот молодой человек, и... Потому что у меня был свой проект, который я у того же звукорежиссера Лёши Кридина. Да, и мы с ним в слэме познакомились, в общем, мы были двое, кто слэмились, и все. Да, там человек 5 было. Да, вот потом вышли покурить на улицу. Я говорю, типа, Женя, го к нам в группу басистом в РСД. А потом так совпало, что Паша поступил в Минск, оказался в Минске. Я позвал его поужинать. Звучит ужасно. Я просто предложил встретиться. Мы с ним в одной школе учились просто. Вот. И он бывший рэпер. Группа Алекс Пластов, шараут, Бутер. Давай дальше. Да, вот, и
я сказал, мне тогда захотелось сделать музыку на русском языке, не знаю, почему так вот получилось. И я сказал ему, го, он такой, давай. Показал мне свою демку, мне очень понравилось. Потом... Да, у меня дома домашняя студия. То есть мы практически все инструменты, практически все, что мы записываем для наших треков, мы записываем прямо у меня дома. Как Билли Айлиш. Как Билли Айлиш. Вот. И вот они ко мне вдвоем пришли и сказали, Женя, мы придумали супер крутую идею, все, мы делаем новый русский рок. И, ну, как вы там сказали, вот. Ну, и после того, как мы начали песню вот эту, я не знаю, делать, я помог им там с аранжировкой, немножко что-то мы переделали. Вот они такие, давай, Женя, ты к нам тоже в группу. Вот так мы начали. Я такой, а почему бы и нет? Угу. Ну і глядзіце, для таго, каб быў нейкі такі вынік, а вы зараз гаворыце, што вось зараз вы сталі лепш іграць, так, ужо больш сур'ёзна ставіцеся, да ўсяго у вас лепш усё атрымліваецца. Мне паказвае, што мы ўжо мусім заканчваць. Ну, трэба ж вельмі шмат займацца, вы вельмі шмат часу аддаеце музыцы? Да. Ну, именно игре прокачивать свой скилл игры на инструментах или в плане музыкой заниматься, писать песни? Все маю на увазе. Але трэба хутка адказаць. Ну, в общем, хуткий ответ. Мы вчера до скольки сидели? До 2-3 часов ночи мы делали демку вчера, вот с ним сидели. А песню на Евровидении мы писали 10 часов подряд. 10 часов. Просто за один день 10 часов подряд писали. Поэтому мы много отдаем. Поэтому мы не выспавшиеся, то, что мы вчера до 2 делали. Именно играем на инструментах, мы прокачиваем свой скилл, наверное, не слишком много, а именно музыке отдаем, большую часть своего времени, наверное. Слухайте, ну класна, я вам жадаю поспеху і дзякую, што вы да нас завіталі. Спасибо, что пригласили. Я нагадаю, што госці сённяшняй музычнай рубрыкі «Такога вы не чулі», малады гурт «Незабудкі». Трэба запомніць гэтае імя, хутка яны будуць выступаць на Tallinn Music Week. Ну і заставайцеся з намі, слухайце Еўрарадыё. Шчасліва. Спасибо.